Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы продолжаем следить для вас за самыми важными событиями и тенденциями вокруг Абхазии, за всем, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В прошлую пятницу в большом интервью крупным российским радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» глава МИД России Сергей Лавров выразил свое недоумение по поводу того, как некоторые западные СМИ подают информацию о грузино-абхазском и грузино-юго-осетинском конфликтах. В частности, он привел пример репортажа, который лично смотрел по каналу Евроньюз. Министр Лавров прокомментировал репортаж грузинского журналиста из села Двани на территории Южной Осетии, и, рассказывая о грузине, дом которого был сожжен во время войны, журналист иллюстрировал этим примером следующую мысль. Из-за вооруженного конфликта 14-летней давности люди до сих пор вынуждены жить в тяжелых условиях. По его словам, люди теряют свои земли, их похищают и задерживают российские солдаты. В ответ на это уже ведущий канала стал говорить о том, что после распада Советского Союза Грузия якобы первой ощутила на себе из-за союзных республик давление сепаратистов. И тут глава российского внешнеполитического ведомства выразил недоумение по поводу того, почему в репортаже и подаче новостей о конфликте журналисты не пытаются разобраться в его причинах. Вчера буквально смотрел Евроньюз. Начну издалека. Смотрел Евроньюз, там был такой репортаж, село Двани в Грузии, вблизи юго-осетинской стороны, границы. И, значит, вот оно находится на территории, которую Грузия считает своей. Я вот нахожусь, говорит репортер, я нахожусь в селе Двани, на линии разделения, позади меня административная граница, которую укрепляет постоянно Россия. А вот дом, который принадлежал грузину, который был сожжен во время войны, и новый дом, который этот грузин построил, попал в зону наблюдения российских военных. И вот местные жители рассказывают, они похищают людей непонятными способами. И там какой-то журналист, Гога, грузин какой-то журналист, показан, как он работает уже несколько лет в селах вблизи зоны конфликта. Что дальше говорится? Я даже вот выписал специально себе. И говорит ведущий, прошло уже 14 лет после войны, которая вынудила людей жить в тяжелых условиях. Они почти каждый день теряют свои земли, лесные наделы, людей похищают, российские солдаты задерживают их и так далее. После развала СССР, дальше текст, это вот все говорил этот Гога, журналист. А потом ведущий говорит, после развала СССР Грузия первой из бывших республик испытала на себе эскалацию сепаратизма и вооруженного противостояния, а тысячи беженцев до сих пор не могут вернуться домой. Тут не сказано, какого сорта сепаратизм в Грузии проявился. Еще до распада СССР, когда Гамсахурдия шовинистически требовал от абхазов убираться или там грузиниться, а Юго-Осетин вообще не считал за людей. Вы, говорит, убирайте свою Северную Осетию. Никто ничего не говорит об этом. Вот просто вот советские солдаты похищают 14 лет и так далее. И дальше фраза гениальная. По закрытии. В 2008 году, когда конфликт перешел в горячую фазу, Россия выступила на стороне Южной Осетии. Это вот Евроньюз, который сам себя рекламирует как самый справедливый канал, как образец многообразия точек зрения. Говоря о братоубийственном конфликте, он даже не упомянул, как он начался, этот самый конфликт. Таким образом, министр иностранных дел России выразил свое возмущение тому, что международный канал Евроньюз, позиционирующий себя как образец многообразия точек зрения, рассказывая о конфликте, не говорит зрителям о реальных причинах его начала. А теперь, казалось бы, к другой новости, но тоже имеющей некое отношение к предыдущей информации. Не секрет, что информация об Абхазии, об ее прошлом, настоящем и тем более о войне с Грузией на Западе преподносится довольно однобоко и искаженно. Чаще всего там слышат позицию и мнение
мнение об этом от грузинской стороны, а потому очень важно использовать любую возможность доносить до представителей международного сообщества и нашу точку зрения. В этой связи мы обратили внимание на выступление посла по особым поручениям МИД Абхазии Кана Таня на вебинаре «Геополитика и конфликты на Кавказе. Актуальные вызовы и будущее развитие». В своем выступлении Кан Таня рассказал о причинах возникновения абхазо-грузинского конфликта и отметил, что его начало часто связывают с распадом Советского Союза. При этом корни нужно искать еще глубже в периоде правления Сталина и Берия, самолично включивших Абхазию в качестве автономии в Грузию, а также в политику грузинизации и ассимиляции, которая проводилась тут, в закрытии абхазских школ, запрете говорить на родном языке. И все это было даже за несколько десятилетий до шовинистических лозунгов звездистов. В своем выступлении, которое проходило на итальянском языке и есть, кстати, уже с субтитрами на русском языке на канале YouTube, Кан Таня, безусловно, коснулся и времен, предшествующих войне 1992-1993 годов и послевоенного периода, отметив, что в то время предпринималось немало вариантов компромисса с Грузией, которые все, однако, были отвергнуты грузинской стороной, и с наступлением 2000-х годов многое начало меняться. А после событий в Южной Осетии в 2008 году независимость нашей республики признала первая Россия и за ней ряд других стран. Также в своем выступлении Таня коснулся того, как изменилась после 2008 года риторика в Грузии по отношению к конфликту, когда конфликт перестал восприниматься как грузино-абхазский, а перетек в плоскость грузино-российского, и возник термин и даже закон об оккупированных территориях. С точки зрения Грузии, позиционирующей себя в роли жертвы, это могло бы быть хорошей стратегией, но она не соответствует действительности, отметил Таня в своем выступлении. А сейчас у нас есть возможность побеседовать с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Таня, который расскажет, кем был организован данный вебинар и почему важно доносить свою точку зрения об отношениях с Грузией до представителей международного сообщества. Здравствуйте, Кан. Здравствуйте, Арифа, рад вас видеть. И я. Расскажите, пожалуйста, о том вебинаре, в котором вы участвовали. В принципе, он есть в доступе на YouTube. И несмотря на то, что вы говорили на итальянском языке, там есть русские субтитры. И для тех, кто не владеет итальянским, все, в принципе, понятно. Я его просмотрела, и мне показалось, что это интересное такое. И это действительно вот полная подача нашей точки зрения о конфликте, о взаимоотношениях с Грузией, причем самых таких, скажем, довольно давних времен. Расскажите, пожалуйста, кем был организован этот вебинар, кто в нем участвовал, какие у вас есть отзывы по этому поводу? Да, спасибо за такой лестный отзыв о выступлении. Значит, вебинар состоялся 27 января, и он был организован Институтом изучения Евразии, евразийского пространства. Это такое онлайн-издание, в котором работают и над которым работают специалисты в этой сфере. Это доктора наук, кандидаты наук, аналитики, журналисты. Называется он «Специале Евразия», то есть «Специальная Евразия». А партнерами выступили также онлайн-издания примерно такого же характера «Opinio Juris» и ЧЕЗЕМ. ЧЕЗЕМ – это Центр изучения Средиземноморья и Евразии. Вот. Ну, собственно говоря, вышеперечисленные организации, и еще онлайн-издание «Нотиция Geopolitiche», то есть с итальянского переводится как «Геополитические новости». Вышеперечисленные издания, институты, они, собственно говоря, подобные вебинары организуют примерно раз в месяц на разные тематики, касаемые Евразии, евразийского пространства, а также, в принципе, в некоторых случаях Афганистана, бывало там про Иран у них вебинар и так далее. Они приглашают экспертов по тематике, ну и, соответственно, эти вебинары открыты для участия для любых желающих. В основном среднее количество участников — это там, онлайн, которые от начала до конца слушают весь вебинар, и где-то там 20 человек. В вебинаре про Кавказ, в котором участвовал я, участвовало 38 человек на постоянной основе, то есть они от начала и до конца слушали весь вебинар, задавали вопросы.
Вот, на самом деле получилось достаточно интересно. И вот главные спикеры, главные участники представляли разные точки зрения. Мне посчастливилось представить абхазскую точку зрения. Там был представитель из ОБСЕ, который вкратце рассказал про его личное участие в последних парламентских выборах в Грузии. Ну и частично он рассказал про грузинскую точку зрения, ну, поверхностно. Вот, была армянская точка зрения, азербайджанская, про Нагорный Карабах говорили. Вот, потом один из экспертов говорил о роли Ирана на Кавказе, то есть какую роль играет, геополитическую роль играет Иран на Кавказе. Естественно, и Россия, и Северный Кавказ, все это тоже затрагивалось. И, собственно говоря, все спикеры были экспертами в своем направлении, в своей области. Скажите, пожалуйста, вот среди слушателей этого вебинара не было ли грузин, которые обычно, когда они слышат такую абхазскую, про абхазскую, нашу, скорее всего, нашу точку зрения, они очень так активно и агрессивно задают вопросы. Не было ли этого там на вебинаре? И встречались ли вы на подобных в таких онлайн-форматах с какими-то вопросами резкими от грузинской стороны? На самом деле это не первый мой опыт в подобных выступлениях, онлайн-выступлениях. Просто в этот раз у нас была и техническая возможность все это записать и достаточно качественно продемонстрировать. Но ни разу, к моему сожалению большому, я бы с удовольствием вступил бы в диалог, в беседу, если потребуется, и в полемику с любыми грузинскими экспертами на тематику, касающуюся Абхазии и абхазской точки зрения и так далее. Но нет, не было, были в основном все итальянцы, кстати говоря, вот, и были и студенты, которые изучают непосредственно регион Южного Кавказа и взаимоотношения между странами Южного Кавказа. И вот, они как раз таки задавали вопросы, интересовались реальным положением дел. И многие впервые услышали точку зрения Республики Абхазия, вот так вот, скажем так, от представителя Абхазии. Это, собственно говоря, и является нашей главной задачей, скажем, распространение объективной информации об Абхазии. То есть наша задача объективно рассказать и показать все, что касается Абхазии. Мне кажется, что вашу деятельность можно назвать таким итальянским направлением внешнеполитической деятельности нашего государства. По крайней мере, очень часто это именно связано с Италией, да, потому что вы и учились там, и знаете и итальянский язык. Но как вам кажется, будет ли расширение этой деятельности и насколько вас там слышат? Вот, и, возможно, в связи с этим я еще другой хочу задать вопрос. Я понимаю, насколько сейчас важны любые такие выступления и онлайн-формат, но будет ли формат реальных встреч и в офлайн режиме? Что-то может быть намечено в этом смысле? Итальянское направление вообще в целом у нас с 2015 года активно развивается ввиду того, что в 2016 году приказом экс-министра иностранных дел Даура Вадимовича Чакова я и Вито Гритани, мы были назначены ответственными за учреждение и управление дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии. Как вы знаете, в 2017 году нам удалось официально зарегистрировать с присвоением даже так называемого фискального кода юридическому лицу с наименованием Диппредставительства Республики Абхазия в Италии. И вот с того момента мы активно участвовали в разных социокультурных мероприятиях и будем продолжать это делать, безусловно. И, собственно говоря, если сравнить то количество информации, объективной информации об Абхазии на итальянском языке с 2015 года по сегодняшний день, я бы даже сказал раньше, с 2012 года по сегодняшний день, потому что до этого Вячеслав Андреевич Чирикко, тоже при нем, очень много работы проводилось в итальянском направлении, и тоже действительно много положительной информации появилось об Абхазии на итальянском языке. Все больше людей
вот за этот период, за 10 лет последние, по сути говоря, все больше людей в Италии узнает об Абхазии и, скажем так, начинает задумываться, что, скорее всего, все, что до этого, все эти годы пропаганда грузинская им говорила, вдалбливала, не соответствует действительности. И есть другая точка зрения, и вот нужно ее тоже выслушать и сделать определенные выводы. Мы как раз-таки используем вот эти вот инструменты общественной дипломатии, мягкой силы, да, и доносим до тех, кто хочет слышать, кому это интересно, нашу позицию, нашу точку зрения. И результат на сегодняшний день есть, мы дальше будем его продолжать двигаться в этом направлении и убеждены, что и в офлайн режиме, как мы это уже проводили неоднократно, и в будущем будем проводить работу. И тут и торговая палата Абхазии активно в этом всегда участвовала при Геннадии Леонидовиче. И сейчас Тамила Валерьевна активно продолжает эту работу. И в будущем у нас намечены планы по офлайн участию. Но также мир изменился, онлайн формат стал тоже весьма эффективным, оперативным, да. И поэтому мы будем задействовать все возможные инструменты в нашем распоряжении для того, чтобы, повторюсь, доносить объективную информацию об Абхазии. Мне кажется, это еще очень перекликается с тем, что на своем недавнем интервью большим радиостанциям российский Сергей Лавров остановился на том, что, комментируя какой-то репортаж Евроньюза, в котором речь шла о юго-осетинском и грузинском конфликте, и грузино-абхазском конфликте, он говорил о том, что недоумевал по поводу того, насколько необъективно доносится допустим, до европейцев информация о причинах конфликта, да, и о том, что эта информация, она однобокая. Мне кажется, что мы находимся в таком в информационной изоляции, не только в информационной, но и поэтому то, что вы делаете, это как бы часть борьбы с этой информационной изоляцией, и поэтому, наверное, очень важно в этом действительно всем принимать участие. И мы желаем вам в этом удачи и впредь. Спасибо вам за ваши комментарии. Арифа, спасибо большое. Все, что вы сказали, абсолютно точно соответствует концепции внешней политики Абхазии. И все, что мы делаем, наше дипломатическое представительство в Италии и странах ЕС, все, что мы делаем это программно, не хаотично. У нас есть абсолютно четко выверенный план и нацелен на то, чтобы как можно больше людей узнавало об Абхазии и стремилась, в принципе, узнать нашу точку зрения. Вот. Благодарю вас в очередной раз за интерес к нашей деятельности. Спасибо. Спасибо большое. Это все, что мы хотели сообщить вам в этот раз. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и следить за самыми важными новостями вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.